Разговоры о коммунальных долгах, кажется, уже набили оскомину. Впрочем, как и тема обсуждения проблем в сфере ЖКХ. При этом взаимосвязь между этими темами прямая. Задолженность по коммуналке автоматически влечет за собой трудности для поставщиков коммунальных услуг. Сосногорский водоканал знает об этом не понаслышке. На сегодняшний день долг населения перед предприятием составляет около 40 миллионов рублей. Поэтому сотрудникам компании приходится периодически идти на крайние меры. Одна из таких – рейд по принудительному взысканию задолженности за услуги водоснабжения и водоотведения совместно с судебными приставами. Судебные приставы. На этой неделе один из таких рейдов прошел по домам улиц Пионерская и Молодежная. На данный момент задолженность по Пионерской и Молодежной улице 2 миллиона 851 тысяча. Это только по двум улицам. Неплательщикам выносят предупреждения, вручают извещения и требования по погашению долга. Зачастую собственники сдают квартиры, и найти их не так-то просто. Тем не менее, участники рейда собирают максимум контактной информации для проведения дальнейших действий по взысканию собственников задолженности. Вообще в этом направлении применяется целый комплекс мероприятий. Это и взыскание денежных средств, и арест имущества с последующей его реализацией. Но, как правило, после таких рейдов многие жители все-таки оплачивают свои долги и стараются заключить договор о рассрочке платежа. Водоканал оповещает жильцов домов СМС, приходит на дом, разговаривает с ними, предлагает услуги, чтобы разбить этот долг и погасить его в несколько частей. Однако такие меры не всегда позволяют решить данный вопрос. Когда никакие уговоры и предупреждения не приносят должных результатов, подключаются судебные приставы. Совсем скоро наступит лето, а вместе с ним и пора ремонтов на сетях водоснабжения и водоотведения. И задуматься о том, хватит ли водоканалу средств на все запланированные работы, а самое главное, пройдет ли предстоящая зима безаварийно, должны в первую очередь те, кто откладывает оплату счетов за воду до лучших времен. Ежегодный фестиваль чтения «Библионочь» проходит в апреле по всей России. В эту ночь библиотеки, книжные магазины, литературные музеи и арт-пространства расширяют время и формат своей работы. Не остался в стороне от этого увлекательного мероприятия и Сосногорск. Причем вовлечены в это действо от мала до велика. Так как наша библиотека детская, а детям вовремя нужно ложиться спать, мы, проводим «Библия-сумерки». В наших «Библия-сумерки» мы уже проводим 3-й год. В этом году мероприятие было посвящено театру во всех его проявлениях. Вниманию посетителей были предложены 3 площадки с разными направлениями. На первой ребят научили делать пальчиковых кукол. Это такие небольшие персонажи, которые помещаются буквально на пальцах. Их нужно сначала нарисовать, правильно склеить, а уж затем, вдохнув в них жизнь и воображение, разыгрывать представление. Более внушительными, но не менее интересными выглядят по сравнению с бумажными куклы-перчатки. С ними ребята смогли познакомиться на следующей площадке. После небольшой репетиции и примерки сразу же состоялся премьерный показ сказки «Колобок». Из чего печь? Да муки нету. А ты, бабка, пойди по сусекам поскреби, по амбару помети, а вось муки и наберется. Почувствовать себя артистами можно было и на 3-й площадке. Здесь разыгрывался театр «Экспромт». У каждого свой костюм и своя реплика. Важно сказать ее с нужной интонацией и в нужное время. И как в настоящем театре, конечно же, антракт. Но вместо буфета всех пригласили на танцы. А вот участники интеллект-центра «Мост» решили провести «Библионочь» в компании с персонажами романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Все, кто в этот вечер рискнул прийти в библиотеку, смог побывать в нехорошей квартире номер 50, почувствовать на себе козни Азазела, пообщаться с мастером и попытаться разгадать философию Воланда. Тему и книгу выбрала сама наша молодежь. И сегодня они захотели поговорить о романе Булгакова «Мастер и Маргарита». Поэтому здесь происходят разные таинственные вещи. Если вы обратили внимание, у нас костюмированный сегодня бал. Не бал, но квест мы проводим. Все костюмы и реквизит молодые люди придумывали и делали сами. Как, впрочем, и задания для квеста. Такие мероприятия, считают его участники, очень полезны и для общего развития, и для получения позитивных эмоций.
Это просто интересно. Это общение, это не сеть. И вживую куда интересней. Плюс наши участники, которые участвуют, они развивают в себе какие-то творческие способности, учатся примерять на себя чужие роли. Так, например, я стала книжным персонажем Азазела, который мне, в принципе, даже нравится. Помимо квеста по «Мастеру и Маргарите», ребят в этот вечер ждал увлекательный видеокруиз, мастер-класс и много других интересных вещей. Я думаю, сегодня еще мы долго здесь будем в библиотеке. Традиционный наш график работы до 7. Сегодня мы планируем до 22 часов. В свое время «Сумерки» вдохновляли поэтов и писателей, художников и музыкантов. Благодаря «Библиосумеркам» и «Библионочи» окунуться в волшебный мир книги и всего, что с нею связано, смог каждый посетитель библиотеки. И поверьте, равнодушных тут не было. До свидания, скажу, возвращусь и хожу, до рассвета хожу мимо милых окошек твоих. 21 апреля в Доме культуры «Горизонт» состоялась премьера спектакля «Свадьба с приданным», автором которой является советский комик-драматург Николай Дьяконов в постановке сосногорского режиссера Натальи Тацкой. Этот спектакль стал своеобразным входным билетом на большую сцену для актеров театральной студии, которая начала свою работу в прошлом году. Это пьеса нашего коми-автора, причем устюхтинского автора. Это наш Сосногорский район. И в первую очередь мы взялись за этот интересный репертуар, который очень близок к сосногорскому зрителю. Герои пьесы полны обаяния и задушевной простоты. Это люди, влюбленные в свое дело. Они умеют самоотверженно трудиться на благо народа, искренне любить и весело отдыхать. Пьеса отличается народным юмором, большой искренностью и оптимизмом, свойственным советским людям в быту и на работе. Что ты сказал? А и скажу. Ну скажи. А и скажу. Но! А то, что жениться не хотел, да передумал. Вот ты придираешься. Видали? Видали таких? Каких таких? Чего расселся? Собирай народ! И чтобы к вечеру ни одного камушка и комочка не осталось. Что ты толкаешься-то? И вечером, чтобы доложил мне по всей форме. Ой, и пойду, и доложу. Давай. Мне начальство. Ребята! Веселая музыкальная комедия разбавлялась шуточными песнями и народными танцами, как от самих актеров, так и от творческих коллективов города Сосногорска. Раньше я гуляла по зеленому саду, думала, на улицу век не пойду. Егор Васякин в этой пьесе сыграл главного героя, лучшего бригадира из колхоза под названием «Звезды» Максима Орлова. По сценарию между ним и его возлюбленной, которая является бригадиром соседнего колхоза, возникают ссоры из-за подходов к земледелию, но по окончанию чувство любви берет над ними верх. Нам, как артистам, было очень приятно видеть полный зал, видеть неравнодушие, аплодисменты, которые подчас заставляли нам чуть-чуть придерживать реплики. Нам очень доставило большое удовольствие работа над этим и подарок, который мы смогли, как нам кажется, подарить сосногорцам. Как рассказали и другие актеры, подготовка к премьере далась нелегко. Было потрачено много нервов и вложено много сил. Но это несравнимо с тем, какие эмоции они получили, выступая перед своим зрителем. Я думаю, что все было хорошо, мы искренне старались порадовать зрителей, вложили всю свою душу, все свои эмоции, все свои чувства, чтобы все ушли абсолютно довольными и абсолютно не зазря были сходили. Это из серии мы строили, наконец построили. Очень долго готовились, очень волновались. Сегодня действительно премьера, коллектив. В общем-то, ребята, конечно, все не первый раз на сцене, но тем не менее все очень волновались, очень боялись каких-то слова забыть. Но я рад, что у нас все получилось. Такой теплый прием, такая весь публика. Она всегда помогает. Она хоть молчит, сидит, смотрит, но это всегда очень чувствуется интонационно по атмосфере в зале, что да, они с тобой, они рядом, они слушают, они тебе помогают. Да, давай, вещай, показывай, что ты, зачем ты здесь. Спасибо всем большое, кто сегодня был на нашем спектакле. Очень было приятно. Я думаю, у нас все получилось. Актеры, занятые в этом спектакле, получили от благодарной публики овации и цветы. Ведь стены Дома культуры собрали полный зал неравнодушных к данному творчеству зрителей. Спектакль в целом мне понравился. Было очень динамично. Мне понравилась атмосфера, люди. То есть адекватно все было. Никто не кричал, не шумел, все было нормально. Поэтому
впечатления останутся хорошие, я запомню это надолго. Очень хорошо, молодцы. Да, молодцы. Замечательно просто. Нам очень понравилось. Мы уже и во второй раз смотрим. Вот, в прошлый раз он был более короткий, а сейчас более длинный. Очень хорошо. Спасибо. По завершению общее фото артистов с режиссером на память. Как рассказали участники спектакля, в заготовке у них еще есть сюрпризы, которые смогут порадовать зрителей. Так что в будущем мы сможем наблюдать не менее достойные работы актеров Сосногорской театральной студии. Не так давно мы рассказывали о талантливой девушке Марине Осколковой из Сосногорска, которая собиралась участвовать в творческом фестивале для людей с ограниченными возможностями в Сыктывкаре. Сегодня мы пришли к Марине, чтобы узнать ее впечатления от поездки. Она встретила нас дома, показала свой диплом. Пока это только диплом за участие, но, по словам Марины, это хороший повод не останавливаться на достигнутом. Я думала, когда поеду сначала, что не буду переживать, но когда жюри уже огласила свои небольшие претензии, потом уже, можно сказать, что расстроилась. Главное, что поняла Марина, участвуя в этом фестивале, что конкурс есть конкурс, несмотря ни на что. Поняла, что жюри не всегда учитывает то, что, например, в коляске тяжело очень петь, и то, что там могут быть у человека боли, то есть они чисто со своей профессиональной точки зрения оценивают. Нужно к этому быть готовой. Справедливости ради отметим, что вокальная номинация на Сыктывкарском фестивале «Радуга талантов» была самой многочисленной. Соответственно, и конкуренция была высокой. Как рассказала мама Марины Ольга Викторовна, жюри отметила у девушки большой потенциал. Надо только продолжать заниматься. А для этого нужен педагог, поисками которого они сейчас занимаются. Марина уже строит новые творческие планы. Хочет в этом году вновь принять участие в Сосногорском рок-фестивале. Ее мечта – спеть с кем-нибудь дуэтом или даже с группой. А песни, которые она хочет спеть, очень символичны. Это «Прогулки по воде» Наутилуса и «Беги по небу» Макса Фадеева. Марина очень надеется, что кто-нибудь откликнется на это предложение, как откликнулся местный союз предпринимателей, чтобы помочь начинающей певице выехать в другой город. Я очень им благодарна, потому что если бы не они, может быть, у нас бы условия бы не соответствовали, пришлось бы искать бы где жилье, а там не все бы получилось с доставкой на 8-й этаж, были бы большие проблемы. Марина – сильный духом человек. Помимо занятий вокалом, ее день расписан буквально по минутам. Много времени уходит на занятия физкультурой. Для того, чтобы встать на ноги, семья Марины мечтает приобрести для нее специальное оборудование. Я хожу в ортезах, потом самостоятельно пробую стоять на ходунках, без помощи сторонних приспособлений, и с гантелями занимаюсь. Хорошо было бы получить велотренажер, чтобы... пока обычный велотренажер у меня... Ноги недостаточно сильны, чтобы самой крутить педали, нужен именно роботизированный, чтобы он помогал. Стоимость такого тренажера порядка 600 тысяч рублей. К сожалению, быстро семье такую сумму собрать не удастся. А для девушки каждый день на вес золота. Те, кто заинтересовался судьбой Марины, всю необходимую информацию может узнать на ее странице в социальной сети ВКонтакте. Давайте поможем ей осуществить мечту и встать на ноги. Ничто так не сближает родителей и детей, как совместные праздники и развлечения. Именно поэтому в спортивном комплексе «Метеор» стало уже традицией проведения соревнований «Веселые старты» среди дошкольников. Это мероприятие, можно сказать, является итогом работы всего детского сада, потому что эти воспитанники у нас уже выпускаются. И мы здесь как раз увидим, насколько они у нас стали физически развитыми, насколько они выносливые, ловкие, быстрые. Мы, конечно, хотим, чтобы они приобщались к физической культуре и спорту, а так как это год славен в нашей стране тем, что будет проходить чемпионат мира по футболу, то мы его организовали как футбольная страна. Перед тем, как отправиться в спортивное путешествие, дети озвучили названия и девизы своих команд, после чего приступили к разминке. Так как эстафеты были приурочены к предстоящему чемпионату мира по футболу, все мальчишки и девчонки превратились в маленьких футболистов, которых сопровождал здоровый соревновательный дух на протяжении всех этапов.
Юные спортсмены старались изо всех сил, чтобы прийти к финишу первыми. Ребята проявили смекалку и ловкость в веселых эстафетах. А тем временем на трибунах родители, не скрывая своих эмоций, болели за любимые команды. В завершении соревнований всех участников наградили сладкими призами и дипломами. А победителей ждал кубок за первое место.